Так, это вот эта канализация? Нет, это не это. У нас все целое. Это вот мы вчера проверяли на всяких. У нас все целое. Осторожненько. Вот видите, что? Это вот каждый раз долбим и по новой. Здесь все нормально у нас. Каждый раз вот так вот отдолбят, придут хлопцы-то приходят с этого, как называется, с юниона, отдолбят, 2-3 дня и опять вот это все выливается. И уже замучились. Это у вас с декабря, да? Это да, с декабря. Вот накопилась льда. А вот там в подъезде, вот где у них замерзла, тут вот она. Вот она до сюда доходит, палку вот мы проверяли, она вот до сюда доходит, дальше нет. Да. Вот здесь вот. А там все это... Как фонарик-то не взяла? А основная причина-то вот она, смотрите. О, тут мы палки все это поубирали. Вот оно все скапливается. Сейчас я эту палку уберу. Вот она, вот видите ревизия, как накладка она. Вот закрыта там ревизия. И когда вот вода сильно льется, она оттуда туда не проходит, ей же надо где-то, она находит воду, дырочку, и вот она здесь прям валом льется. А сейчас не льется? Сейчас не льется, потому что я всем запретила пользоваться канализацией. А это канализация? Это канализационная, ага. То есть, грубо говоря, пардон, говно вытекает в подъезд, да? В подъезд. Вот видите, пилить здесь нельзя. Это вот несущая балка, если ее это самое распилить и поднять трубу, тогда сложится дом. Пилить только надо вот здесь будет, вот, если, допустим, углублять, ниже. А вот это вот что у нас, это канализация вытекла, да? Да, это канализация, просто у нас выше, ой, у нас ниже, поэтому у нас больше. Постоянно у нас течет. У них-то вот она вытекла, застыла, и все. А остальное все к нам льется. Я уже вчера... Это куда к вам льется? Во второй подъезд. У нас-то там все целое, все цивильно, полы крашены, все красиво так. И прямо это я полы каждый год крашу, корячусь там. А вот то, что отдолбили, там это тоже канализация? Это все канализация, да? Это нам двери отдалбливали юнион, хлопцы ихние. А кто обслуживать должен канализацию? Ну, как говорят, что самоврезка никто. Да. Не водоканал? Водоканал, они сказали, они обслуживают колодцы до колодцев. Тогда, значит, кто несет ответственность вот за вот эту аварию? Не знаю. Как бы управляющая компания... В тарифе у нас нет этого. В тарифе нет, да? В тарифе нет, потому что у них нет слова канализация. У нас есть водоканал, где написано водоотведение платим, ОДН. Они должны вообще были от фасада обслуживать. И водоканал должен, да? Я не знаю, кто. От фасада, да. Полностью водоканал. От фасада дома полностью все трассы. Вот, и они теперь говорят, что какой-то бесхоз образовался от колодца до нашего дома. И вот его надо как-то узаконить или еще что-то, потому что в первую очередь страдаем мы. А что опять говорите? Бесхоз? Тише, Наташа, подожди, не кричи. Ну как нет-то? Вы кому платите? А водоканал не звоните. Почему боитесь? Узаконить надо вот как его, не берет у вас канализацию во всех домах, у кого она есть. Ну, в общем, получается, провели канализацию центральную к самым домам, сказали купить ванны, туалеты, унитазы, мы все пока накупили, а потом ждали, на этом все закончилось. И мы в шестом году мы сами провели вот это, из дома вывели. Это вот с 29 декабря откалывают и сюда слаживают. Только отколят 2-3 дня дверь закрытая, опять вот там накопится, как хлынет сюда. Вот вчера, говорю, приехали они делать, до пола все очистили, лед. И она как хлынула, и еще больше залилось. И вот пришлось ставить этот вот поддон. Надо сначала узаконить, тогда они будут. Мы, самое главное, мы согласны платить отдельно за канализацию. Надо закон, чтобы нам ее узаконили. Тогда они сделают графу обслуживания канализации и смело будут приходить и делать. А так они бесплатно, тоже я их понимаю. Пусть город нам поможет как-то с канализацией все разобраться. Ну что, уже скоро месяц, вот такая вот у нас. Обращаемся к Владимиру Юрьевичу Федорову. Ага. Он у нас как-то и был в 19-м году, он тогда хотел же мне забор сделать под мои цветочки. Вот, ну потом получилось, что он что-то перестал, не дали человеку работать. Пусть он нам поможет. Он добрый человек и меценат, может нам людей выделить хотя бы, чтобы нам что-то сделали. Но сдвигов никаких нету, никуда, куда бы ни обратился, толку-то нету. Сами мы копаемся вот в этом во всем. У нас тут одни пенсионеры живут, вот самое главное, обидно это. Мужиков-то нету, одни женщины. Я сама хожу, отогреваю, хожу, проверяю все. Обидно.
Какой стирать? У вас там полный подъезд. Нет, нет, не лейте воды. Вот она ваша вода вся. Где выливать-то? На горшок и вон туда, вон, на помойку. Или где-нибудь вылейте вот сюда вот. Здесь, видишь, вот оно все ваши фекалии. Вы там льете, заморозили, а у нас все вылазит. У вас-то дверь закрытая, а у нас, видишь, что творится? Все пенсионеры. В 8-й квартире тоже пенсионер. И что вот как вот что это делать-то? И мне вот сказали, что ну материалами там поможем. Материал-то не главное, они же дешевые. Да. Нам самое главное, чтобы чтобы людей дали, чтобы все это сделать. Ну вот с 29 декабря вот такие двери у нас.